ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинском филиале общественной приемной главы Коми обсуждают мошенничество, а разговоры в основном касаются похищения денег из-за невнимательности самих людей. Чтобы обмануть, используют популярные соцсети и крупнейшие сайты объявлений. Это часто происходит, когда люди сдают в аренду жилье. В просак больше попадают пожилые граждане. Так, потенциальный квартиросъемщик созванивается с человеком и просит пройти к банкомату, чтобы якобы перечислить ему аванс. Пока карта вставлена, он на телефоне, то есть злоумышленник на телефоне. Он говорит, сейчас на ваш номер телефона будут приходить там различные смс-сообщения, называйте просто цифры. Ему приходит несколько смс-сообщений, он называет там 1, 2, 3, там 4, 5, 8. В основном это просто цифры, там двухзначные, пятизначные. Пока карта вставлена, также можно делать там, чтобы он ничего больше не вводил, деньги будут считываться. Потому что у него есть его номер телефона и те коды, которые разрешают доступ к этому счету. И вот так тоже часто списывают. За 2017 год Ухтинское МВД зарегистрировало 500 дел о мошенничестве. В 2018 их было 388. Но, несмотря на хорошую динамику, только за январь этого года уже поступило 15 обращений в общей сложности. По-прежнему, к сожалению, срабатывают сообщения от взломанных аккаунтов друзей о помощи или же просьбы перечислить безналом вознаграждение за якобы найденные телефоны или другие ценные предметы. В любом случае, первое правило безопасности – не платите по безналу, если не знаете, кто просит деньги. Я никогда не буду просить оплату безналичным расчетом, если я даже не знаю, у кого ее прошу. То есть сначала я встречу человека, во-первых, попрошу паспортные данные, я хотя бы их посмотрю, не факт, что я буду фотографировать, хотя в принципе это разрешено. И вот только тогда я уже попрошу денежные средства. Другие полезные советы – не сообщать злоумышленникам пин-код и трехзначный номер сзади карты. Сотрудникам банка они не нужны. Не торопиться платить за найденный предмет, пока его вам не вручат. Удостоверяться в надежности сайтов, где совершаете покупки по безналу и оставляете свои персональные данные. В случае сообщения о помощи не торопитесь и вначале удостоверьтесь.